Скотт Риттер– это удивительный человек, писатель и журналист, который начал свою карьеру в разведке морской пехоты Соединенных Штатов Америки, а после служил инспектором ООН по оружию. В Грозный он прибыл в рамках мирной миссии по России, презентации книги под громким названием «Гонка разоружения». В ней детально описывается отношение Америки и СССР в период Холодной войны, от Карибского кризиса до распада Советского Союза, когда мир несколько раз был на грани прямого военного конфликта двух сверхдержав. На встрече с представителями различных региональных средств массовой информации гость ответил на многие вопросы. Одной из актуальных тем стала информационная война. Скотт Риттер отметил, что в США нет свободы слова для простых граждан. В качестве примера он привел себя и свою семью, когда ЦРУ давило на свободолюбивого гражданина под различными угрозами. Люди должны чувствовать себя свободными. Let's take me, for example. Возьмите меня, к примеру. When I resigned from my position as a UN weapons inspector in 1998, Когда я ушел в отставку в качестве инспектора ООН, ушел из ООН, and was prepared to speak out about my disagreement with American policy in Iraq, и я собирался высказать свою точку зрения, несогласие с американской политикой в Ираке, I had a senior CIA officer ко мне подошел старший офицер ЦРУ. tell me straight up, Сказал мне прямо: if you do this, the FBI will destroy you, they will destroy your family, they will destroy your friends. и он сказал мне, если вы это сделаете, ФБР уничтожит вас, твою семью и всех твоих друзей, круг общения. Мы вас уничтожим. То есть проблемы на работе, создаст такие условия, при которых ему жить самому не захочется. Он также дал понять, что наличие ядерного оружия у других стран, в том числе и у России, сдерживает Америку в попытке господствовать над всем миром. So I don't want to live in a world where that is the risk. Я не хочу жить в том мире, где есть риск. I understand why nations want to have nuclear weapons. Я понимаю, почему страны хотят иметь ядерное оружие. Let's be honest, if Russia didn't have nuclear weapons, the war in Ukraine would be completely different. И поверьте мне, если бы Россия не имела бы ядерное оружие, война бы на Украине была бы совершенно иной. Один из вопросов был задан корреспондентом ГТРК в войнах Луизой Яхьяевой. Молодая журналистка, конечно же, не застала периода СССР, но ее вопрос о том, что было бы, существуя коммунистическая страна по сей день, вызвал интересную реакцию Скотта. Он подчеркнул, что мир жил бы в еще большем спокойствии, нежели сейчас. A balance to America. Я думаю, что если бы Советский Союз выжил бы, это был бы балансом, балластом, противовесом против США. I mean, think of it as a nuclear reactor. Но посмотрите, это как на ядерный реактор. Америка — это топливо ядерного реактора. The Soviet Union were the control rods that kept this fuel from getting out of control. А Советский Союз своего рода был штырями контрольными, которые контролировали, чтобы эта реакция не пошла за рамки стенок. По словам Луизы Яхьяевой, такие люди, как Скотт, вызывают чувство гордости за их правду. Для меня, как для журналиста, очень важно знать, что в мире есть такие люди, которые готовы говорить то, как есть на самом деле, и доносить до людей во всем мире реальные факты, к которым они сами причастны. Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов задал интересный вопрос касаемо санкций в отношении Рамзана Кадырова и членов его семьи. По словам бывшего военного, Америка не просто так их вводит. Ее цель – испортить отношения между регионом и Россией. Так было и в период 90-х годов. Более того, она замешана в развязывании военных кампаний на территории субъекта. В 90-е годы, мне кажется, ЦРУ создала конфликт в Чечне, чтобы отторгнуть Чечню из состава России. And that we continued this conflict into the early 2000s. И этот конфликт мы продолжали в начале нулевых. Вы даже не можете спрашивать меня, спросите своих силовых структур или разведки. Они вам скажут, что ЦРУ обеспечивала поставку ваххабитов, перемещение ваххабитов на территорию Чеченской Республики. Look at Grozny today. Посмотри на Грозный сегодня. This is not what we wanted. Это не то, что мы хотим, американцы, то есть We didn't официальные американцы. want Chechens and Russians to be friends. Америка не хотела, чтобы чеченцы и русские жили вместе.
Сам гость в беседе с журналистами рассказал, что Грозный впечатлил его больше других городов России, в которых он уже успел побывать с представлением книги. Приезжая в Грозный, я и не думал, что он будет так отстроен, ведь ранее видел только разрушенный субъект, в котором нет камня на камне. Потому могу смело заявить, что Чеченская республика — это красивейшее место, что я увидел в России. После официальной встречи каждый желающий мог получить книгу с подписью американского писателя. Это сделали и мы, чтобы понять всю истину в наблюдениях бывшего военнослужащего армии Соединенных Штатов. В этой книге описано не столько его мнение, столько наблюдения и исторические факты, которыми ни в коем случае нельзя, как говорится, манипулировать. Но самое главное, уважаемый гость раскрыл всю правду о том, как одна страна может навязывать свое мнение, отношение всему миру, не делясь с их мнением. Турпал Алит Айсумов и Резван Насипов. Вести. Чеченская республика.